Здравствуйте, это вечерние новости. Прямой эфир в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. Алроса. Достижения и перспективы. Айсен Николаев и руководство алмазной компании обсудили предварительные итоги работы в 2021 году. Программа переселения в Нербинском районе состоялась вручение ключей от новых квартир. 125-летие Степана Гоголева. В честь знаменательной даты состоялись торжественные события. Глава Якутии Айсен Николаев и руководство Алроса обсудили предварительные итоги работы компании в 2021 году. Генеральный директор компании Сергей Иванов доложил о рекордных продажах, удвоении дивидендных платежей, существенном росте налоговых отчислений, а также планируемом в следующем году увеличении социальных и экологических инвестиций. Алроса может реализовать по итогам года рекордный объем алмазно-бриллиантовой продукции – это почти 46 миллионов карат. Помимо этого, Сергей Иванов отметил, что в нынешнем году Алроса вдвое увеличила объемы выплаченных дивидендов в консолидированный бюджет республики. В совокупности по итогам второго полугодия 2020 года и первого полугодия 2021 года они достигли рекордного показателя почти 45 миллиардов рублей. Могу сразу сказать, что год выдался крайне успешным для компании, несмотря на массу сложностей, которые были связаны с тем, что ряд активов запускался после простоя в прошлом году. Были и определенные сложности в связи с рядом ограничений из-за ковида, которые, к счастью, не сказались никак на операционных результатах компании. Можно сегодня уверенно говорить, что это один из рекордных годов для компании Алроса. Блестящие финансовые результаты, соответственно, это все было конвертировано в рост налогов, которые поступили в бюджет и республики, бюджеты алмазных провинций. И тот объем дивидендов, которые были выплачены акционерам, в первую очередь республике, районам, которые пошли на решение, в том числе социальных вопросов. И мы видим, что экономика Якутии, не только Алроса хорошо сработала, хорошо сработали и другие предприятия. Все это позволяет с уверенностью смотреть на горизонт следующих лет. До 30 тонн увеличена грузоподъемность ледовой переправы через реку Алдан на федеральной дороге Колыма. В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций Упордор-Вилюй настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы. Также два автозимника открыли для движения машин на дорогах Сангар и Кабяй в Кабяйском Улусе с 21 декабря. Таким образом, транспорт весом до 5 тонн может выйти на дорогу Сангар в направлении Сангар-Ситте-Батамай-Булус. Там на ледовом участке минимальная толщина льда 40 см, а максимальная 60 см. А на участке Хатынгюрях-Кальвица-Сангар автодороги Кабяй грузоподъемность переправы составила до 3 тонн. Минимальная толщина льда 30 см, максимальная 60 см. Руководство Якутии провело встречу с представителями железных дорог Якутии. Обсудили вопросы развития и расширения возможностей пассажироперевозок и перевозки грузов по стальной магистрали. Все подробности у нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Одной из основных задач компании «Железные дороги Якутии» в предстоящем 2022 году является курирование скорого поезда по маршруту Нижний Бестях-Владивосток с включением в него прицепных вагонов беспересадочного сообщения до Благовещенска и Иркутска. Это улучшит качество и уменьшит сроки доставки пассажиров немногим более 2 суток. В этом году, в 2021 году, количество пассажиров, которые мы перевезли, составило более 150 тысяч человек. Для сведения, понятно, что в республике живет около свыше 900 человек, то есть получается, что мы перевезли железнодорожным транспортом каждого 6-го человека. Так же, как отметил Василий Владимирович, в этом году у компании хорошие показатели по перевозку грузов. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на более чем 25,5%. Мы впервые превысили рубеж 7 миллионов тонн груза. Это большой очередной рекорд компании «Железные дороги Якутии». И прибыль, и повышение заработной платы в этом году, в 2021 году, компания превысила
среднюю зарплату в целом для сотрудников свыше 100 тысяч рублей. Это такой знаковый показатель, который позволяет нашим работникам, нашим сотрудникам уверенно смотреть в завтрашний день. На совещании также был поднят вопрос о необходимости строительства железнодорожной линии Нижний Вестях-Магадан. Дальнейшее развитие отрасли в Якутии имеет большие перспективы. Дмитрий Тымыров, Якутск. В Якутске состоялось открытие многофункционального экзаменационного центра по независимой оценке квалификаций на базе Северо-Восточного федерального университета. Деятельность нового подразделения направлена на подготовку к сопряжению промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся вуза. Также в рамках мероприятия состоялся ряд подписаний. Университет заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией Якутска, управлением образования столицы, а также с общеобразовательными школами. Центр компетенции – это приурочено к тому, чтобы мы в первую очередь мы своим студентам давали не только специальность, да, вот, дипломом, да, но и давали еще и рабочие специальности, которые повышали бы их конкурентоспособность. С другой стороны, сегодня мы подписываем еще и договора с нашими партнерами. Да, это нас очень радует, потому что вот Центр компетенции будет работать не только на университет, но и будет работать на город Якутск, ну и на других наших партнеров. В Нерминском районе состоялось вручение ключей от новых квартир по программе переселения. Это 49-квартирный каменный дом по улице Комсомольская. Такое же долгожданное и радостное событие состоялось и в селе Нюрбачан. Там ввели 4-квартирный дом для молодых специалистов. Объект был построен по муниципальной программе, и из бюджета района было выделено 9 миллионов. Хозяевами новых 4 комнат стали молодые работники местной школы и детского сада. До 2024 года в Нюрбинском районе мы должны ввести 30 тысяч квадратных метров, это примерно 700 квартир. Так что мы будем настойчиво работать с правительством, с руководством республики по реализации этой федеральной программы. Ведь сегодня, сегодня мы стоим в Нюрбачанском наследии. Здесь по целевой муниципальной программе мы ввели 4-квартирный благоустроенный жилой дом для молодых специалистов, которые изъявили работать, обосноваться в Нюрбачанском наследии. В канун Нового года 7 поселений Вилюйского улуса получили ключи от новых водовозок. В этом году администрации района были выделены средства на приобретение 9 единиц водовозной техники для нужд 9 поселений на общую сумму 27 миллионов рублей. Тем самым проблема поставки питьевой воды населению на сегодня по району решена полностью, сообщают в районе. Этим самым мы решаем проблему питьевой воды в населенных пунктах, решаем проблему в организации тушения лесных пожаров летом. И я считаю, что водовозная техника, она очень-очень необходима для наших населенных пунктов. Сегодня исполнилось 125 лет со дня рождения государственного политического деятеля Степана Гоголева. В Доме правительства состоялось торжественное заседание общественности Якутии, посвященное этому большому юбилею. Также общественность республики сегодня обсудила на круглом столе роль Степана Гоголева в общественно-политическом развитии региона. Революционер-большевик Степан Гоголев был одним из тех, кто стоял у истоков народного образования. Он внес большой вклад в развитие сферы образования, здравоохранения, был одним из первых руководителей прокуратуры Якутии и наркомом юстиции. Услышал много хорошего, но книга-то о нем издана, так? И поэтому я, в общем-то, знаю его биографию. Но что интересно, вплоть до самых постперестроечных времен, никогда ничего мне в семье не говорили, что такой великий дед был. Жалко, что невозможно, увидеть вживую, что за человек-то был. Что, с одной стороны, одно время ЧК возглавлял, а потом раз и народное образование поднимать поставили там. 400 тысяч рублей на поддержку одаренных детей. Сегодня в Якутске подвели итоги конкурса грантов в рамках мероприятия «Содействие развитию регионального центра выявления и поддержки одаренных детей». Сколько детей, того и за что получили гранты, и на что они их потратят, в репортаже Евгения Тайтонова.
Целевой фонд будущих поколений еще осенью этого года объявил конкурс среди одаренных и талантливых детей, для которых максимальным достижением является победа или призовое место на всероссийских соревнованиях. Любой желающий мог зайти на сайт и указать свои достижения за 2021 год. В этом году я на всероссийских соревнованиях Medwave Classic по плаванию я занял два первых места и одну бронзовую медаль. И на Дальневосточном федеральном округе, который проходил в Южно-Сахалине, я занял первое место и 2 бронзовые медали. Неделю назад сказал тренер, что нужны достижения, которые ты достиг в этом году, и нужно отправить на конкурс. Мы отправили, естественно, и на следующий день мне говорят, что я попал на топ-10. Обладателями гранта в этом году стали 14 детей, которые добились наивысшего результата по 12 видам спорта, а также по якутским прыжкам и масс-рестлингу. Общая сумма гранта в этом году составила 400 тысяч рублей. Его разделили между сегодняшними победителями. В этом году мы предусмотрели грантовые конкурсы по направлению спорт, искусство и наука. Более 10 детей получили гранты. По направлению спорт детям подарили сертификаты на приобретение экипировки, часы спортивные и рюкзаки. Также, помимо вручения грантов, сегодня презентовали спортивное оборудование, приобретенное за счет федерального проекта «Успех каждого ребенка». По данному проекту для нашего вида спорта были приобретены 200 досок, 30 столов и 80 электронных часов. И теперь вот мы можем проводить, как видите, занятия и так далее. И даже мы можем провести большие республиканские соревнования. У нас как раз именно были проблемы с нехваткой досок и электронных часов. Так, помимо комплект-классов по шашкам и шахматам, в спортивном комплексе «Дахсун» появились компьютерные тренажеры по стендовой и пулевой стрельбе, напольное покрытие для борьбы дзюдо, татами. Евгений Тайтонов, Григорий Охлопков, Якутск. Корреспондент телеканала «Якутия-24» Айсена Бурнашова и оператор Виктор Олесов представят республику на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится 23 декабря в Москве. В этом году из-за эпидситуации к мероприятию допустили в 2 раза меньше журналистов, порядка 500 человек. Однако все они будут лично присутствовать на встрече с президентом. Большая пресс-конференция начнется в 18:00 по якутскому времени. Трансляция будет доступна в прямом эфире на телеканалах «Первый», «Россия-1», «Россия-24», «Мир-24», НТВ, также ОТР. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас и будьте всегда в курсе.